Испытано на себе. На сегодняшний день фитнес-индустрия предлагает много разных способов для поддержания тела в тонусе, ну и, конечно же, бодрости духа. Вы можете выбрать любое направление, которое удовлетворит ваши потребности, а также личные желания. Пандемия нам еще раз показала, что очень важно заниматься фитнесом, а не сидеть перед телевизором, заедая салатиками свою тоску. Друзья, на сегодняшний день фитнесом заниматься модно, а следить за своим здоровьем еще и полезно. Всем привет! Меня зовут Полина Долинская. Это программа «Испытано на себе». Сегодня мы в таком классе будем заниматься необычным направлением в спорте. Это зумба. Зумба – это танцевальный фитнес. Он подойдет всем, кто хочет оставаться бодрыми, здоровыми, ну и, конечно же, в прекрасном расположении духа. Прежде чем мы начнем, друзья, мне нужно будет переодеться. А вы пока осмотритесь по залу. Я сама такая же. Друзья, тут еще какая, когда она нежная, с любовью, а у меня внутри куполач просыпается и начинает меня истязать плеткой. Ну, а кто вообще никто? Поэтому тоже по-разному. Ну что, друзья, вот я и переоделась. Кстати, для занятий зумбой подойдет спортивная форма, которая не стесняет движения. Главное, чтобы у вас была удобная форма и обувь. Кстати, девушкам можно даже заниматься в чешках. Вот она моя группа сегодня, которая будет вместе со мной испытывать на себе зумбу. Я это испытаю в первый раз. Девочки, я думаю, ходят уже не в первый. Они, наверное, уже в этом более прокачаны. Ну, в общем, мы посмотрим, кто же из нас лучше будет заниматься. И, кстати, еще один из основных лозунгов такого фитнес-направления, как зумба, это «забудь об изнуряющих тренировках, отправляйся на вечеринку и занимайся спортом». Вот мы и попробуем. Так, ладно, девочки, всем привет, доброе утро, добрый день, добро пожаловать. Здравствуйте. Новенький, Полина. Здравствуйте. Вот, девчонкам я уже рассказывала, да, немножко про зумбу, да, чтобы было понятно. Объясню, наверное, и вам. Да, вообще зумба переводится с испанского как «на веселе». В общем-то, да, вы об этом уже тоже сказали, что зумба – это не изнуряющая тренировка, это про настроение, это про удовольствие, а как бы такой дополнительный бонус – это как раз-таки то, что уходит что-то лишнее, не только из нашего прекрасного тела, но и из мозгов, потому что зумба, она позволяет вообще, в принципе, избавиться от негатива, от ненужных мыслей, от неуверенности, от плохого настроения, короче, все гормоны, которые вот правят нашим настроением, эндорфины, дофамины, они очень возбуждены в момент зумбы, и, в общем-то, потом шагают вместе с нами, мы кайфуем, получаем удовольствие, радуемся. Самое главное на зумбе – это расслабиться, себя отпустить, получать удовольствие. Вот ни о чем не думать, никаких заучиваний, то есть формат нон-стоп, вечеринка, всем весело, всем классно, все танцуют, улыбаются, наслаждаются. В общем, жизнь – кайф. Вот. И, в общем, сейчас мы все начнем с вами кайфовать. Давайте. Кстати, если говорить о пользе самих фитнес-тренировок в формате зумба, то за одно занятие можно сжечь даже до 900 калорий. Так что, друзья, посмотрим. Если по завершению этого испытания, этого урока у меня проступят кубики, то я вам скажу, где нам собираемся, где мы занимаемся все вместе. Все, поехали. Here, my heart, I'll wait.
Окей.
происходит. Но что-то очень интересное. Мне кажется, если бы я пришла в клуб и танцевала именно так, меня бы побили. Говорят, что зумба подойдет абсолютно всем. Мужчинам, женщинам, детям. Самое главное, чтобы у вас было желание заниматься фитнесом. Ну и, конечно, если вы не боитесь попадать в глупые ситуации, то, друзья, я всем рекомендую вам заниматься зумбой, потому что, реально, как нам говорят, это была только разминка. Но у меня ощущение, что я разгрузила пару вагонов, в общем, я устала. Местами даже мышцы так хорошо забились. Значит, будет результат. А это прошло только 15 минут. Испытано на себе. Пошлите домой. А вот это мне подходит.
устала. Пойдемте домой.
подготовке к тренировке надо выдержать, не есть 40 минут перед тренировкой и 2 часа после. Это все нужно для того, чтобы запустить метаболизм, который будет как раз-таки способствовать жиросжиганию и похудению. Ну и, конечно же, выработке тех самых необходимых эндорфинов, которые помогут нам пережить такую вот тренировку. Что я могу сказать по этому поводу? Ролл Калифорния был точно лишний. Неплохо. Это с виду только выглядит, что мы тут танцуем, скачем. Друзья, если вы знали, как это непросто вот так вот прыгать. Жарко, неимоверно. Вся жидкость из организма просто вышла. Я высохла на глазах. Не знаю, как там чипики. Ну, может быть, мне были нужны. Но я еще потерплю. нашего водопоя. Якутия 24. Якутия 24. Всегда свежий глоток. Пойдемте расскажу, чем еще на зумбе занимаются. Во время занятий зумбы, так как она делится на несколько подразделений, есть легкая версия, где вот, допустим, как вы могли видеть, мы просто танцуем. А есть еще подразделение зумбы, где используется специальный спортивный инвентарь. Как вы можете видеть, это вот первый вариант. Гантели. Самая легкая гантелька 1 килограмм. И максимально из
сложенных, гантели 4 килограмма. Они используются также для тренировок, это помогает прокачивать мышцы. Для тех, кто готовится к пляжному сезону и хочет в бикини выступить очень красиво и поразить всю мужскую половину пляжа, я рекомендую вашему вниманию вот такие вот специальные штучки. Утяжелители. Здесь песок. Вот такой утяжелитель с помощью вот таких закрепов, клеящихся лент, они крепятся к ногам. То есть можете видеть это вот так. 1,5 килограмма на одну ногу, 1,5 на другую. Это помогает, во-первых, добавляет веса и помогает прокачивать все мышцы, икроножные, а также квадрицепсы и вообще все, что касается нашей нижней половины туловища. Плюс ко всему всегда можно заниматься с блинчиками. Вот такими тоже есть разная весовая категория. 5 килограмм, 2 килограмма и 2,5. Ну, а это, я, конечно, не знаю, но, скорее всего, это специальный массажный коврик. Им ложишься мышцами сверху и вот так по полу прокатываешь. Это очень, кстати, друзья, хорошо помогает после тренировок. Мышцы, которые забились молочной кислотой, помогает ее разогнать и создает еще такой эффект растяжки. Растяжка после всех силовых тренировок, она очень необходима. Нужно это для того, чтобы как раз такие мышцы, которые только начали, ну, по сути, мы же занимались, мышцы, которые у нас всю жизнь были в одном положении, да, одного размера, они начали рваться для того, чтобы нарастить мышечную массу. И, соответственно, это больно, та самая боль после тренировок, как говорил Арнольд Шварценеггер, нет боли, нет результата. Вот такие коврики, а также растяжка после занятий поможет быстрее восстановиться, ну и, конечно же, поможет именно мышцам быстро прийти в тонус. Вот. Пока я вам все это рассказывала, я отдохнула. Немножко, конечно, отдышалась. Все, пора возвращаться в строй.
Зумба. Прямо сейчас мы сняли клип на одну из зарубежных песен. Я думаю, мы ее представим в нескольких вариантах. Сначала отправим на Евровидение 2022, а второе мы отправим ее в шоу «Танцы» на ТНТ. И я думаю, где-нибудь точно выстрелит. Это было круто. По ощущениям, по-моему, тут единственное, кто выдохлась, это я. Пойдемте спросим у девочек, как давно они занимаются, как они себя чувствуют. Девчонки, ну рассказывайте, одной мне тут плохо. Это правда, это тяжело, но это здорово и очень интересно. Как давно занимаетесь? Да вот недавно совсем. Сегодня буквально 3-е или 4-е занятие. Да, у нас 3-е. понедельник, среда, третий, да, все. То есть третий раз. А подскажите, то есть за 3 занятия у вас повторяли занятия? Это я их первый раз увидела или это всегда сплошная импровизация? Нет, это такая программа. Ну, если бы это была каждый раз импровизация, было бы тяжело. А кайф в том, что она повторяется, и со временем девчонки начинают запоминать какие-то комбинации. Тело уже запоминает, и уже открывается кайф. И ты уже танцуешь, ты уже знаешь, что дальше, и прям вот вообще наслаждаешься. Лозунг именно зумба-фитнеса: отправляйся на вечеринку и получай хорошее настроение. А ты на вечеринках уже пробовала? Как люди воспринимают? Кстати, недавно у нас был корпоратив на работе, мы делали зумба новогодний хоровод. Не банальный в лесу родилась девочка, а под Джастин Тимберлейком мы там так скакали, вообще эмоций было, конечно, миллион. Круто, круто, вообще. Ты доволен? А вот это, кстати, еще вопрос. Ничего не уточняю. Хорошо. А еще такой вопрос. Мотивация каждой из вас в чем? Ну, поддерживать физическую форму, во-первых, во-вторых, получать удовольствие от работы с людьми, от танца. И, ну, вообще, в принципе, мы кайфуем, когда это делаем, и это так прям заряжает энергией практически на неделю. Хотелось бы почаще. Да. Ну, моя мотивация, я как тренер, я как актриса, да, и решила совмещать такую классную штуку. Почему? Потому что я поняла, что я безумно кайфую от танцев. Я жалею, что я не артистка мюзиклов, потому что меня не отдали в балет. Но реалии нашего современного мира позволяют сделать так, чтобы ты стал инструктором по зумбе, кайфовал, помогал дарить это удовольствие людям. То есть я сама кайфую и, в общем-то, радость приношу остальным. Это такая целительская еще штука, потому что это реально избавление от негатива, от плохого настроения, от какой-то пассивности, но оно реально шкалит. Ты пришел на зумбу, натанцевал настроение, сразу поднимается, правда, градус жизненный, он, растет. Круто, да, это действительно так. Ну, скажите, может быть, вы худеете к лету? Или вы хотите попасть в танцы? Пожалуйста, не стесняйтесь. Я немножко очень людоедка, когда вот на такие вопросы отвечаю. Вообще, мне очень скучно в обычном фитнес-зале, поэтому для силовых хожу на пилон, не хватало кардио. И тут появилась наша любимая Ксюша, Вот это Лене прекрасно. Ну здорово, друзья, как вы можете видеть, действительно настроение у всех хорошее, все, конечно, вымотались, 7 потов сошло, даже вот брать не буду, вот видите, ладошка у меня мокрая просто насквозь. Что творится под худи, я вам даже не буду показывать. Но, друзья, это того стоило, действительно настроение поднялось на 150%, есть легкая усталость, но она такая приятная, я действительно как будто бы провела время в танцевальной группе среди единомышленников, просто действительно потанцевала. Ну а как мы уже говорили, пандемия, она внесла коррективы в жизнь каждого из нас. И, ну, не будем загадывать, но возможно такое, что когда-нибудь все-таки мы все перейдем на удаленный образ жизни. И, друзья, имейте в виду, что вот зумба, она вам поможет всегда. Готовите вы завтрак, собираете вы детей в школу или убираетесь вы по дому, выполняйте эти непростые, точнее, выполняйте эти нетрудные, простые упражнения, поддерживайте настроение в тонусе, поддерживайте свое тело, свой дух и гармонию в душе. Ну а меня зовут Полина Долинская, это было действительно испытано на себе, и всем рекомендую испытать это на себе. Всем пока! Испытано на себе.